Путин планирует втянуть Беларусь в войну против Украины. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Він таким чином затягне Білорусь в війну. Анализируя данное заявление, необходимо принять во внимание следующее. Беларусь в лице министра обороны Лукашенко по фамилии Хренин уведомила ОБСЕ о том, что в этом году состоятся учения «Запад», белорусско-российские учения. В них примет участие более 13 тысяч военнослужащих. Было заявлено, что это будут самые крупные учения за все время их проведения. В соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности ОБСЕ, если учения предполагают участие, например, 40 тысяч военнослужащих, они могут проводиться не чаще, чем один раз в 3 года. Последний раз так называемые учения, которые закончились агрессией России с территории Беларуси, проходили на территории Беларуси в 2021 году и в начале 2022 года. Следующее, что необходимо принять во внимание, в эти дни ратифицировано соглашение между Россией и Беларусью о взаимных стратегических гарантиях безопасности, которые предполагают возможность применения ядерного оружия Российской Федерации для защиты своего союзника, Республики Беларусь. Если Лукашенко действительно примет участие в войне против Украины, это может привести к ответным действиям Украины. И здесь включается как раз-таки это соглашение для того, чтобы раскрыть ядерный зонтик над Лукашенко. Лукашенко может избежать направления вооруженных сил Беларуси в Украину, используя так называемое Всебелорусское народное собрание, где он назначил 1200 своих представителей. И именно ему он дал право принимать решение о направлении или направлении вооруженных сил Беларуси за пределы Беларуси. Эти 1200 так называемых делегатов могут проголосовать против, и тогда он ответит Путину: «Я не могу», или наоборот, проголосовать за. Тогда Лукашенко скажет белорусам: «Это не я принял решение, а приняли решение ваши представители». В любом случае, предварительно оценивая эту ситуацию, мы должны понимать, что Лукашенко является главным союзником России в агрессии против Украины. И именно он несет ответственность за потенциально создаваемые угрозы, как мы оцениваем их на сегодняшний день.